Здравствуйте, меня зовут Дьяконов Виктор Николаевич, я специалист высшей категории по методике клубной работы республиканского учреждения Республиканский дом народного творчества и социально-культурных технологий. Я вам сегодня расскажу презентацию по анализу культурно-дозорных учреждений, получивших субсидию на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 18-22 годы. В 2019 году нам было выделено с федерального бюджета 26 миллионов 800 тысяч 400 рублей, плюс региональный 2 330 тысяч 469. И от себя местный бюджет добавил 1 272 350. Итого в 2019 году наши учреждения получили 30 миллионов 403 219 рублей. В 2020 году итого было получено 35 145 тысяч 970. В 2021 году 25 миллионов 322 633. В 2022 году 21 миллион 445 486. И в этом году, 2023, 20 миллионов 327 188 рублей. В 2018 году получили 46 учреждений из 22 районов. И если посмотреть динамику на сегодняшний день, то у нас из этих получивших 29 учреждениях есть увеличение на участников клубных формирований. Так, в основном можно выделить Батаринский первый наследник, МБУК имени Ноева, Черепчинский МБУК Айлан, Тампонский сельский дом имени Колодезникова, Татинский УЛУС, Дом народного творчества. Хуже показатель стал Сунтарский культурный центр Схарысхал и Хангаласский Алгыс. Если по числу мероприятий, если взять, то у нас увеличение составило на 712 мероприятий только в 18 учреждениях. В 28 учреждениях уменьшение на 4910 мероприятий. Хороший показатель у Татинского МБУ УЛУС, Дом народного творчества, Оленевском, Ильпит, Алданском, Сардана. Похуже показатели у Черептинского Айлана, Анабарском Алмаз и Болунский КСК. Число посещений за 2018 год и в сравнении с 2022 годом у нас тоже есть немножко разница. Увеличение на 12%, в том числе для детей почему-то уменьшилось на 30%, и только вот масса мероприятий у нас повысилась на 36%. В 2019 году у нас получили 27 КДУ из 25 районов. Интернет до сих пор не подключен у Татинского ДНТ Алгыс имени Турдина. Число формирования у нас участников только увеличено в 19 учреждениях культуры, 970 участников повысилось, в 5 учреждениях уменьшение на 260 участников. Хороший показатель у Металлург Узьянский, Нерюнгри, поселке Чулман, Мирено-Кангаласский, имени Ходулова и Намский Шестакова. Похуже показатель Алданский Центр культурного развития. По мероприятиям, если взять, то
Тут сильного такого увеличения не видно. Всего-то на 823 мероприятия. А в 18 учреждениях у нас на 920 мероприятий стало меньше. Лучший показатель в этом году Ходулова и Жиганском, похуже, Жиганский Нулгин. По посещениям, если взять, у нас динамика увеличится на 6%, из них масса мероприятий почему-то уменьшилась. Для детей на 30% и культурно-массовые на 21%. В 2020 году у нас получили 22 КДУ. Доступ в интернет все подключены были. Число формирований взять. В 8 учреждениях есть увеличение на 43 формирования. Это получше у многофункционального культурного комплекса имени Кольцева было с 11 стало 27. И в 8 учреждениях уменьшение на 13 формирование. Со 119 упало до 106. Число участников формирований взять. В 14 учреждениях увеличение на 1424. В 4 учреждениях уменьшение на 297 участников. Лучший показатель у многофункционального культурного комплекса имени Колесова было 169, стало 1023. И в Черепчинском районном центре АЛГ увеличение на 299. Уменьшение у Алёгминской МБУ «Гармония» было 520, стало 332. Число мероприятий у 18 учреждений увеличение на 670 мероприятий, в 4 уменьшение на 148 мероприятий. Лучший показатель у Мегана-Кангаласского имени многофункциональный комплекс имени Колесова и в Татинском центре культурного спортивного развития. У него было 144, стало 249. Хуже результат у Алёгминской МКУ «Гармония». По посещаемости число посещений культурно-массовых мероприятий у нас понизилось. Нет, повысилось на 138%, в том числе детей 62% и культурно-массовых мероприятий молодежи на 378%. В 2021 году у нас получили 19 КДУ из 18 МО. Доступ в интернет до сих пор нет в центре Баянта и Томпонского района. Число формирований взять. В 6 учреждениях увеличение на 22 формирования. Тут лучший показатель у Шалданского Тайонмире было 34, стало 46. В 2 учреждениях уменьшение на 6 формирований, с 37 до 31. Худший результат у ДК «Молодежный» Нерюнгринского района. По числу мероприятий, если взять, у нас в 12 учреждениях увеличение на 446 мероприятий, в 7 уменьшение на 130 показатель у нас уменьшился. Получше у ЦК имени Эйвестова Салатулагина, Каталык Нюрбинский и Центр Досыка Ленинский Алданский район. Хуже у Сарал Хангаласский. Число посещений увеличение на 110 тысяч. Динамика, если взять, то на больше половины. Было 187, стало 298. В том числе для детей на 28 и для молодежи на 19% увеличение. В этом году у нас получили субсидии Алданский, поселок Ленинский, Амгинский, Сургаче, Булунский, Крыска, Верхневилюйский, Кыргызский культурно-досуговый центр, Верхоянский, город Верхоянсон, Вилюйский, Центр народного творчества РЛ, Орловский наслед,
Меган Хангаласский, учреждение имени Свинобоевой, Мельчахсинский третий наследник, Намский, Центр народного творчества Тигельге, Крескатол, Паймеконский, Дом культуры Металлург, Алёвминский, Центр Достуга Шайды, село Харинцы, Сунтарский, Центр народного творчества Одун, Жарханский наследник, Татинский, Дом народного творчества имени Боярова, Игидейский наследник, Хангаласский, Центр культуры Анартек имени Григорьева, Мельджагинский, второй наследник, Маджахарский, да. Черепчинский, Дом народного творчества Эйге имени Скрябина, Богудайский наследник, и Нерингринский, этнокультурный центр Эян имени Еноховой. Особенности этого года у нас состоит в том, что сейчас нет требований такого, как было в прошлые годы. В этом году мы должны освоить полностью все средства, которые нам были выделены. А в прошлом году были заминки, у нас до сих пор некоторые даже еще не освоили. И нет никаких условий, чтобы в прошлом году было условие, что каждый КДУ, получивший субсидию, должен был увеличить число клубных формирований, участников клубных формирований и посещаемость, массовая посещаемость на 16%. Сейчас таких нет. Сейчас есть только одно, чтобы мы вовремя освоили эти деньги. Вот так. Так тоже требования уже меньше, но все равно мы должны до конца этого года освоить все деньги федеральные, которые нам выделили в этом году. И пожелаем, что в следующем году в более подошли к ответственности, что в этом году подавали только 76 КДУ, а получили всего 15. Северные улусы вообще тут мало было, всего 23. Хотя 20% из них дается только им. Так что у них такой конкуренции сильной в этом году почему-то нет. Вот так. Так что учтите, субсидии, заявки подаем только в конце декабря, так что можете познакомиться с перечнем требований уже в конце ноября, чтобы потом успеть все быстро привести документы, сдать в Министерство культуры для ознакомления и чтобы вовремя успеть исправить недостатки, которые недостающие документы. Вот так. На этом все заканчиваю. Спасибо. До свидания.